К двум уже заселенным 8-этажкам, предназначенным для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, добавился еще один дом. А это значит, что для 80 семей закончилось 20-летнее ожидание жилья, которое они могут с уверенностью назвать своей собственностью. Глава региона Юнузбек Евкуров поздравил всех новоселов и объяснил, почему так долго шел процесс распределения этих квартир. На то время, пока мы комплектовали списки для этого дома, мы отсеяли большое количество тех, кто незаконно хотел получить жилье. Я просто всех предупреждаю, не занимайтесь этими вещами и не нарушайте законы. Мы будем делать все, чтобы изымать это жилье и передавать тем, кто законно обязан это жилье получить. Прежде чем осмотреть новостройку, Юнузбек Евкуров проинспектировал территорию, прилегающую к домам, заселенными беженцами. Он обратил внимание на балкон с самовольно установленными витражами, которые не предусмотрены проектом, и потребовал от местных властей внимательно отслеживать все нарушения в планировке. Среди первых получателей заветных ключей Лидия Досхоева. Ее родной дом находился в центре Грозного и был уничтожен еще в начале первой чеченской кампании. Лишившись дома, она перебралась в Ингушетию и на долгие годы получила статус вынужденного переселенца. Осматривая новую квартиру, женщина едва сдерживает эмоции. Это ванная, просторная, обустроенная. Кафель белый, красиво, все. Очень радостный день, потому что уже столько пережито, и не только я, и мои все грозненские беженцы оттуда. И само слово даже как-то сразу не понимали, что мы беженцы, как же. Вот. И сегодня, конечно, уже закончился этот этап мучений жизни, и как подарок судьбы. Похожая история и у Надежды Яндырхановой. Скитание по съемному жилью и обивание чиновничьих порогов стало для нее привычным делом. Когда в декабре минувшего года ей позвонили и сообщили дату получения ключей от собственной квартиры, поначалу она не восприняла это всерьез. В первых очередях люди подавали документы, я не смогла оставить мужа больного. А потом мне сказали, что я услышала, что в 2002 году опять принимают документы на выдачу квартиры, и я подала документы в 2002 году, 13 января. Вот с тех пор ждала. Ну, наконец, большое счастье. Уже и надежда была потеряна. Вот теперь получили квартиру, мужа уже нету, ну вот мы вдвоем с девочкой. С дочерью. История этих двух женщин подошла к своему счастливому концу, но в очереди еще множество семей, ждущих своего жилья. По заявлению властей, терпеть им осталось недолго. Уже через месяц будет введен в эксплуатацию еще один 90-квартирный дом, а всего до конца этого года будет построено еще 4 многоэтажки для вынужденных переселенцев. Магомед Измайлов, Аслан Героев, Новости 24.